Это «Актуальное интервью». Меня зовут Петр Васильев. Здравствуйте. Предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство республики» проводит планомерную модернизацию коммунальной инфраструктуры в районах региона. Занимается строительством и вводом новых объектов теплоснабжения, обеспечивает централизованным теплоснабжением и новые объекты. Каковы предварительные итоги отопительного зимнего периода, мы сегодня и поговорим с гостем в нашей студии. Это Виталий Чикачев, генеральный директор предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха-Якутия. Виталий Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала хочу спросить вот о чем. В эти дни ГУП ЖКХ запустила в работу новые объекты водоснабжения по программе «Чистая вода». Что это за объекты, в каких районах, для чего они нам нужны? По инициативе и непосредственной поддержки президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с 2010 года масштабно реализовывается федеральная программа «Чистая вода» в нашей стране. И вот с 2019 года Республика Саха-Якутия является тоже полноценным участником по реализации этого проекта. В 2019 году мы реализовали проект в городе Алекминске, построили водочистную станцию, где на сегодняшний день обеспечили 10 тысяч человек чистой водой. А мы все знаем, что чистая вода – это залог здоровья. Буквально на этой неделе с участием главы мы открыли водочистную станцию в селе Амга Амгинского района. Это такой исторический момент для жителей села. Объект построен у нас котельная, теплоисточник, проложены магистральные сети более 6 километров, насосная станция построена, ну и сама водочная станция мощностью 1500 кубов в сутки. На этом мы не останавливаемся. У нас в этом году до конца сезона мы должны ввести в эксплуатацию в Амге, в селе Алтанцы, поселки Батагай Верхоянского района, Верхней Бестяки Хангаласского района и завершить второй этап в городе Алекминске. Поэтому планомерно идем по этим мероприятиям. Более того, в своем послании президент Владимир Владимирович сказал то, что эта программа она обязательно будет продолжена. Поэтому, конечно же, для наших жителей будем улучшать качество питьевого водоснабжения. Планы на этот год более чем грандиозные. Да. Виталий Семенович, в числе перспективных направлений развития это реализация мероприятий инвестпрограммы ГУП ЖКХ. Какая работа сегодня осуществляется на данный момент? Вы правильно сказали, эта работа у нас системная, планомерная. В течение 5 лет мы построили 54 теплоисточника в 18 районах нашей республики. Цикл этот закончился, и у нас разработана новая инвестиционная программа. И в рамках стратегического развития планируется у нас построить более 60 теплоисточников. Да? Одним из таких энергоэффективных мероприятий это перевод у нас котельных с жидкого топлива, с нефти, с газоконденсата на газ. И отрадно то, что по президентской программе газификация населенных пунктов в республике мы тоже свои объекты будем газифицировать. Такие серьезные направления у нас идет по городу Алекминску с 24 по 26 год, где мы порядка 17 котельных, которые у нас работают на нефтяном топливе, будем ликвидировать и вместо них построим новые современные 10 объектов газовых котельных на экологическом виде топлива. Дальше мы пойдем по Чурапчинскому району, по Горному району, где котельные у нас тоже на жидком топливе работают. Есть большие планы в рамках энергосервиса по городу Нюрбе. У нас 3 нефтяные котельные есть, которые мы будем ликвидировать и построим на угольном виде топлива одну котельную. И в рамках технологического присоединения мы эту работу тоже достаточно успешно проводим. В прошлом году мы подключили по программе подключения частного сектора 1500 домов, да, в нашей республике. Также у нас по федеральным программам очень динамично развиваются наши районы по программе переселения, по строительству объектов социальной инфраструктуры, здравоохранения, школы, больницы строятся. В прошлом году мы подключили 65 объектов. В этом году у нас планы увеличиваются.
Что касается, значит, социальных объектов, то мы, значит, ориентир держим, это порядка 80 объектов, из них это только 65 объектов многоквартирных дома, которые строятся по программе переселения. Ну и, конечно же, мы не забываем про наших ребят, участников специальной военной операции. По поручению главы республики мы семьи наших участников подключаем тоже к центральному отоплению, делаем жизнь более, значит, их комфортной. В прошлом году мы подключили 65 семей, в этом году порядка 70 домов тоже будут у нас подключены. Виталий Семенович, предлагаю перейти к итогам отопительного сезона 23-24 зимы. Как прошло? Ну, итоги подводить еще рано. Пока еще идет. Да, отопительный сезон у нас в центральной части Якутии заканчивается в мае месяце, ну а в Арктике, значит, он до июня идет, а в таких населенных пунктах, как поселок Тикси, он вообще у нас круглогодичный. Тогда итоги зимнего периода. Вот, ну, проходим мы, значит, скажем так, стабильно, в штатном режиме. Сильных таких у нас технологических нарушений нету, но при этом, конечно, есть ситуации, где, значит, нарушено было теплоснабжение в домах, в социальных объектах. Вот в конце февраля месяца у нас аварийная ситуация была в поселке Батагай. Но здесь надо сказать, что оперативно, значит, все было устранено. Вот, оперативно, значит, подано теплоснабжение в дома. И, конечно же, здесь и благодарность, надо сказать, муниципальному району, жителям за терпение, за помощь и в целом за оперативно то, что мы ситуацию, значит, решили. И вот сезонных работах, которые у нас на особом контроле, нужно отметить, это завоз топливно-энергетических ресурсов, потому что за короткий период нам нужно завести более 500 тысяч тонн. Это угля, нефти, газоконденсата, материалов, значит, для ремонтной программы, для строительств, да, тех же национальных проектов. Поэтому на сегодняшний день у нас 64% топлива завезено. Вот, поэтому будем усиливаться в этом направлении. Всего задействовано более 600 единиц. Это как и собственной техники, так и наших партнеров, подрядных организаций. Поэтому делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки все завершить, потому что, как говорится, зима не будет ждать, весна не будет ждать, поэтому... То есть, насколько я понимаю, урок зимы 23 года, когда было большое число различных технологических нарушений в республике, он был усвоен и сделаны выводы, соответственно. А мы всегда по итогам проводим анализ, и вот у нас тоже совет директоров приезжает, производственные совещания делаем, и, конечно, каждый случай разбираем. Вот, поэтому готовимся к следующему отопительному сезону на, как говорится, на ошибках предыдущего. А когда начинается подготовка к отопительному сезону в целом? А она у нас никогда не заканчивается. Мы круглогодично, значит, готовимся и к новому отопительному сезону, который у нас стартует в общей массе с 1 сентября. Да, в арктических районах по-разному. Кто-то из августа, кто-то из июня, да, стартует. Вот. У нас за год формируется ремонтная программа, и в период работы автозимника мы как раз успеваем завести материалы, чтобы сразу после отопительного сезона приступить к работам. Виталий Семенович, у вашего предприятия 28 производственных подразделений в 26 районах республики. Разные климатические условия, разные климатические зоны, безусловно. Какова специфика вот, подготовительных мероприятий в таком большом количестве? Ну, специфика от того, что отдаленность. Вот, у нас арктические районы, которые надо в кратчайший срок и именно в период работы автозимника доставить все материалы, доставить все топливо. Поэтому, конечно, мы здесь успеваем и конкурсные процедуры за полгода проводим, чтобы поставщики успели изготовить и материалы, и с центральной России доставить и котлы, и насосы. Поэтому в этом году у нас в рамках ремонтной программы порядка 90 котлов полностью будут меняться, 150 насосного оборудования и заменим около 70 километров ветких аварийных сетей. Виталий Семенович, не могу не спросить про указ главы региона Айсана Николаева, который он подписал накануне по развитию арктических территорий. Вот, безусловно, одна из важных направляющих указа — это модернизация инфраструктуры, в том числе и жилищно-коммунального хозяйства. Какая работа запланирована именно в Арктике? Ну, в арктических районах, значит, у нас планируется строительство канализационно-очистной станции в поселке Чекурдах. Вот, в рамках федеральных проектов мы строим вторую уже котельную на Щепе в Авино-Бытантайском районе.
ввиду того, что, значит, это самый отдаленный у нас район, где, значит, трудно и топливо доставлять, вот, и, соответственно, и по дороговизне топлива, поэтому выбор пал у нас на, значит, биотопливо, на щепе, поэтому такие объекты будем вводить. Но в целом у нас по арктическим районам не только в этих населенных пунктах, но и других планомерно работа и ведется в рамках инвестиционной программы. Как я уже сказал, в поселке Батагай, в самом арктическом районе, мы в этом году будем запускать станцию водоочистки. Ну и радует, что и экологическая повестка здесь тоже включена. Виталий Семенович, мы сегодня много говорим о вашем коллективе. Вот пару слов о ваших сотрудниках. Какими достижениями гордитесь? Ну, надо сказать то, что у нас самый большой коллектив из предприятий жилищно-коммунального хозяйства на Дальнем Востоке. В нашем предприятии трудится 8,5 тысяч работников. Вот, достижений, конечно, очень много. Помимо производственных достижений, хотел бы я остановиться на второй стороне, так скажем. Да, у нас очень много талантливых людей в спорте. Есть чемпионы мира, которые в составе сборной России в прошлом году выиграли Кубок мира по масс-рестлингу. Есть люди творческие, талантливые, которые выигрывают и творческие конкурсы. Есть свой хор у нас при ГУПе ЖКХ. То есть предприятие она гордится не только своими производственными достижениями, но и успехами в спорте, в творчестве. И каждого из сотрудников, я думаю, Да, по отдельности. обязательно. Виталий Семенович, в заключение. Каждое третье воскресенье марта отмечается профессиональный день работников жилищно-коммунального хозяйства. Я предлагаю, раз уж мы здесь сегодня собрались, поздравить в том числе и ваших коллег. Да, спасибо. Ну, пользуясь случаем, хочу поздравить всех работников жилищно-коммунального хозяйства с нашим профессиональным праздником Дня работника ЖКХ. В первую очередь, конечно, хочется поздравить наших ветеранов отрасли и пожелать всем крепкого здоровья, благополучия в семьях, новых успехов и достижений в нашей нелегкой работе. Всех, коллеги, с праздником. Виталий Семенович, я только присоединяюсь к вашим поздравлениям. Уверен, что благодаря вашей слаженной работе в домах якутян будет и тепло, и всегда будет чистая и свежая вода. Ну и самое главное, отопительный и зимний сезон у нас пройдут без больших потрясений. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До новых встреч.